Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало весенней сессии Народного собрания. Полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба представил проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере налогов. Законопроект направлен на корректировку отдельных положений, касающихся налоговых льгот и ставок по различным видам деятельности. Основное изменение касается налога на прибыль. Базовая ставка составляет 18%. Однако в действующей редакции закона о налоге на прибыль для магазинов беспошлинной торговли установлена пониженная ставка 15%. Проект закона предусматривает увеличение этой ставки до 25%. Если в такой редакции будет принят проект закона, то по расчетам Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов дополнительный доход бюджета, в том числе на покрытие дефицита, составит около 100 миллионов рублей. В части, касающейся изменений в законе о оплате за землю, где сельхозпредприятиям предоставляются налоговые льготы, здесь содержится норма, что если сельхозпредприятие более чем на 50% принадлежит иностранным инвесторам, то такие предприятия не пользуются налоговой льготой. Обсуждая данный законопроект, депутаты парламента отметили, что количество магазинов свободной торговли duty-free в стране растет. При этом они наносят значительный ущерб другим магазинам. Кто выдает разрешение вообще в таком количестве сегодня на территории Абхазии открыть магазины duty-free? Мы считаем, что это лучше, чем мы говорим. Данный проект закона не вводит в наше законодательство и не легализует деятельность магазинов duty-free. Их деятельность регламентируется двумя актами. Это таможенным кодексом, в том числе, который новый таможенный кодекс был принят нынешним созывом парламента, и указом президента 2010 года о магазинах беспошлинной торговли для дипломатических работников и приравненных к ним иностранных представительств. В ходе обсуждения Дмитрий Шамба проинформировал о том, что в ближайшие 10 дней на рассмотрение парламента поступит проект закона о запрете на открытие магазинов беспошлинной торговли внутри территории страны. В итоге законопроект был принят в первом чтении. Только на границах. По проекту закона есть предложение, что если депутаты поддержат закон, после принятия закона они еще в течение определенного времени работают и подлежат закрытию. В первом чтении был принят проект закона о внесении изменений в статью 5 закона о государственной пошлине. Следует отметить, что с 1 февраля вступила в силу новая редакция данного закона. Внесение дополнений необходимо, так как судами общей юрисдикции рассматриваются заявления физических лиц и, соответственно, государственная пошлина, которую необходимо внести, должна быть учтена. В первом чтении внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии. Речь идет об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу. Предлагается устранить двойное регулирование вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условно говоря, суд Гагарского района рассматривал дело, вынес приговор, и по категориям, которые представлены здесь, это изменение вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, об условно-досрочном освобождении, об освобождении от наказания в связи с болезнью и так далее, чтобы эти категории дел рассматривал именно суд, не судья, подчеркиваю здесь, а именно суд, который вынес постановление о избрании наказания. Депутаты также внесли изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, касающиеся порядка формирования нового состава общественной палаты. Теперь кандидаты в члены ОП, избранные от городов и районов, автоматически становятся членами палаты без утверждения другими органами. Шазина Ханагуа, Давид Хашек, Абхазское телевидение.